11 гадзіна 11 дня 11 месяца. Дату правядзення мітынгу ў вёсцы Невель падказала сама гісторыя. Роўна 100 гадоў таму ў гэты дзень скончылася Першая сусветная вайна. 4 гады супрацьстаяння Германіі і краін Антанты. Беларускае Палессе ў гэтай барацьбе адыграла не апошнюю ролю. А невельскі партызанскі наскок стаў узором мужнасці. 27 ноября 2015 года здесь произошел партизанский бой. Партизаны с помощью местных жителей разгромили находившиеся в Невеле штабы 3 немецких полков, взяли в плен немецкого генерала Фабариуса. Именно вот эту акцию партизанскую в Невеле в ноябре 2015 года можно назвать уникальной. Были попытки и до этого, и после этого организовать партизанскую борьбу в тылу противника, но, к сожалению, они не получили поддержки командования. Жыць партызанскаму подзвігу 1915 года ў памяці нашчадкаў дапаможа мемарыяльная пліта. Яе ўстанавілі ў невельскай каплічцы. Шмат для захавання памяці аб падзеях Першай сусветнай зроблена і ў іншых вёсках раёна. Актыўны ўдзел у рабоце ўзялі члены гісторыка-патрыятычнага клуба «Пошук». Мы облагородили, во-первых, при помощи общественности 6 захоронений, больших захоронений, огородили, навели порядок. И в Иванисовке, в Мокрой Дубраве 3, и в Поречье. И везде мы принимали участие. Отрадно отметить то, что принимали участие в этом дети, ученики. И они с таким энтузиастом трудились там, с граблями бегали, подбирали, подметали. И поэтому вот это для них прежде всего делается, для сохранения памяти военной истории. На протяжении 2018 года в городе Пинске и Пинском районе проходил ряд информационно-познавательных, культурно-просветительских мероприятий, научных. Это были различные выставки, это были музейные мероприятия, это были с элементами даже реконструкции, возложения венков, благоустройства могил, воинских захоронений. Побач на мітынгу прадстаўнікі выканаўчай улады, грамадскіх аб'яднанняў, гісторыкі, краязнаўцы, пагранічнікі. Захаванне памяці аб падзеях, якія не павінны паўтарыцца, агульная задача. Татьяна Будгусаим, Алиса Грыгарчук, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».